печь. Тут нереальное пекло. За мной гигантская печь. Вот тут и происходит переплавка стекла. Стеклобой – это обязательный компонент при варке стекла. Я тут нахожусь всего 2 минуты, и мне уже не айс. Поэтому уважение большое сотрудникам завода. Я же вам обещала рассказывать и показывать всю реальную ситуацию по переработке вторсырья в Казахстане. Так вот, сейчас я нахожусь в самом сердце стеклоперерабатывающего завода Казах Глаз Компани. Вот этим большим бизнесом, этим предприятием, заводом управляет Кравцова Вера Викторовна. Меня всегда удивляют, всегда вызывают восхищение такие женщины-управленцы таким непростым бизнесом. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте. Вера Викторовна, расскажите, пожалуйста, что происходит со стеклянными бутылками после того, как люди выбрасывают это в общую урну? Ну, к сожалению, да, бутылка попадает вначале в общую урну, потом в общую мусорку, а потом ее частично перебирают, и мы покупаем эту бутылку у транспортировщиков и сборщиков и запускаем процесс очищения. Мы ее перебираем, мы ее моем, мы ее осушаем, и, в общем, другие процессы производятся, отделяем от нее другие народные примеси, и потом только отправляем ее уже в стекломассу. Насколько переработка стекла дороже, чем переработка пластика? Я думаю, гораздо дороже. Во-первых, и отобрать стекломассу гораздо сложнее из общих отходов. И переработка достаточно более сложная и финансово емкая. За переработку стекла могут взяться небольшие, маленькие компании? Чем больше компаний возьмется, тем лучше. Это лучше и для нашей компании, и для страны, и для планеты, я так думаю. В Казахстане в основном перерабатывают бесцветное стекло, а вот темное и цветное стекло, что с ним? Цветное стекло тоже может быть востребовано как вторсырье для производства стекломассы, цветных бутылок. Я думаю, в ближайшее время этот вопрос более-менее отрегулируется. Скажите, какую поддержку вы получаете в рамках проекта «Эко-Полдау»? Мы получаем 4,2 тенге за каждый килограмм вторичного сырья, который мы забираем в производство. Какова мощность вашего завода? Сколько миллионов бутылок вы производите в год? Ну, мы производим в зависимости от ассортимента, в зависимости от веса бутылки, где-то около 200 миллионов, чуть больше, чуть меньше. Это где-то около 16-20 тысяч тонн торсырья стеклобоя. Вера, а можно я поучаствую в процессе переработки и как-то помогу вашим специалистам? Которую сдали на переработку, вот там вот расплавляется. Затем все это переходит вот сюда. Именно вот здесь это будущие бутылки. Вот они, какие бутылочки потом выходят. Это прямо чудо какое-то, просто миракл. Здесь каждую бутылочку проверяют вручную контролеры. Конвейер в действии. Очень увлекательный процесс. Спасибо большое за ваше интервью. Успехов вам и процветания. Спасибо большое, вам тоже спасибо за все. К сожалению, наша реальность такова, что мы не избавимся ни от пластика, ни от стекла. Но я больше призываю к тому, чтобы пластик и стекло не попадали на свалки. Используйте повторно, сортируйте, сдавайте на переработку, станьте сборщиком и зарабатывайте на этом деньги. И, кстати, стекло может перерабатываться бесконечное количество раз. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делитесь этим видео. И следите за нашими новостями, я расскажу вам еще больше интересного. Всем пока!